Национальная библиотека Чувашской Республики изучает читательские интересы, анализирует современные формы продвижения книги. Работа эта ведется для совершенствования методического сопровождения деятельности библиотек и содействия решению проблем чтения как в республике, так и в регионах Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения. Почти половина чувашского народа живет за пределами Чувашской Республики, большей частью в Приволжском федеральном округе. Расселенные среди представителей других народов группы чувашей нуждаются в создании условий для удовлетворения своих этнокультурных потребностей. Это самоидентификация, сохранение и развитие культуры, национальных традиций, потребность чтения на родном языке. В 2006 году нашей библиотекой в ряде регионов России было проведено социологическое исследование «Чтение и читательский спрос чувашского населения». Оно показало стремление сохранить свой язык и культуру. Тогда 76% чувашей, живущих за пределами республики, указали владение родным языком, 59% хотели бы лучше знать чувашскую литературу и испытывали дефицит информации о культуре этноса. В связи с развитием коммуникационных технологий, растущим многообразием источников информации, происходят существенные изменения информационных запросов пользователей. Поэтому библиотека в 2020-2021 годах провела новое исследование чтения чувашского населения в регионах Приволжского федерального округа. Оно дало возможность выявить прошедшую за 15 лет динамику читательских интересов, роль национальной книги в сохранении чувашского языка и культуры. Анкетирование проводилось в 2020 году. В нем участвовали 817 жителей и работников библиотек сельских районов компактного проживания чувашского населения в республиках Татарстан и Башкирии, Пермском крае, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Что же выявило исследование? Сравнение результатов опросов 2006 и 2020 года показало уменьшение доли тех, кто свободно владеет, пишет и читает на чувашском языке с 76 до 45%. Из всех опрошенных 2/3 чувашский язык считают родным, используют ее в семье и дома для общения. По-прежнему высок уровень владения чувашским языком в Башкирии, где более половины опрошенных свободно пишут и читают на чувашском языке, в Татарстане. В Ульяновской и Самарской областях таких около трети. И значительно ниже этот показатель в Пермском, Пензенском и Саратовском регионах. Среди молодежи до 30 лет свободно владеет чувашским языком и считает его родным меньшая доля респондентов, чем в целом. При этом сохраняется высокий уровень использования родного языка дома и в семье. В список наиболее популярных произведений писателей Чувашии вошли, как и 15 лет назад, бессмертная поэма «Нарспи» Константина Иванова, исторический роман «Жизнь прожить, не поле перейти» Мранька, Салампи Артемьева, а также добавились другие – «Древние чуваши» Михаила Юхмы, «Мальчик из Юманлых» Леонида Агакова. Жители Башкортостана назвали в своих ответах 20 имен чувашских писателей, тогда как в 2006 смогли назвать 60 имен. В Татарстане назвали 15, в других регионах гораздо меньше. То есть, по сравнению с результатами исследований 15-летней давности, заметно уменьшение читаемости литературы на чувашском языке, особенно среди молодежи. Одна из причин этого – отсутствие новых книг. Они не доходят до жителей регионов. Потребность чтения чувашской литературы удовлетворяется и периодическими изданиями, из которых по-прежнему наибольшей популярностью пользуется журнал «Таванатал». Другим обращаются гораздо реже. С 2006 года стремление лучше знать чувашскую литературу возросло с 59 до 66%. Вырос и интерес к культуре чувашского народа с 59 до 76%. Причем эта доля высока во всех исследуемых регионах, но несколько меньше в младших возрастных группах.
Исследование показало, что появились группы пользователей, недостаточно владеющих чувашским языком, для того, чтобы знакомиться с произведениями чувашской литературы в подлиннике. При этом они осознают свою причастность к чувашской культуре, не хотят терять чувашскую идентичность и интересуются литературой и историей чувашского народа. Подтвердилось, что основным источником удовлетворения потребностей в чтении чувашской книги остаются библиотеки. Это указали 83%. И книгообеспеченность библиотек влияет на интерес к чувашской культуре, чувашской литературе тоже. В фондах только половина библиотек, обслуживающих чувашское население, издания на чувашском языке содержатся в достаточном количестве. И 61% выписывают периодические издания на чувашском языке. В четверти библиотек книги на чувашском языке не поступают совсем. Только 38% библиотек отмечают поступление более 10 экземпляров в год. Причем часто это дары, что не вполне способствует удовлетворению потребностей пользователей. Читатели ощущают недостаток литературы на чувашском языке, более всего художественной и детской, есть потребность в сценариях, пьесах, книгах по истории и географии, а также учебной литературе. В ходе опроса определился также рейтинг популярности российских авторов. Если сравнить списки любимых авторов в 2006 и 2020 году, то можно сказать, что сейчас читатели предпочитают более серьезную, качественную и проверенную временем литературу. Чаще, чем 15 лет назад, назывались отечественные классики XIX и XX веков, представители литературы советского периода, книги которых составляют ядро фонда общедоступной муниципальной библиотеки. Несколько реже упоминались современные авторы произведений развлекательного характера. Возможно, пользователи удовлетворяют свои запросы, используя имеющийся выбор книг в своих библиотеках. Любимых зарубежных писателей назвали только 57% опрошенных. В лидерах по-прежнему классики приключенческого жанра. Александр Дюма, Марк Твен, Жюль Верн. Радует, что среди 12 наиболее упоминаемых авторов также Джек Лондон, Шекспир, Эмиль Золя, Драйзер, Эрнест Хемингуэй и Ремарк. Интенсивность чтения оказалась несколько ниже, чем в среднем по стране. Если средний россиянин прочитывает 20 книг в год, то 48% сельских жителей чувашской национальности Приволжского федерального округа читают 10 или менее книг в год. Библиотеки вышли на первое место по востребованности информационных услуг среди населения, опережая средства массовой информации, которые лидировали 15 лет назад. Несмотря на повсеместное использование интернета, его не считают альтернативой библиотекам. Большинство жителей сохраняют преданность библиотеке долгие годы, однако посещают ее несколько реже, чем 15 лет назад. При этом читатели чаще, чем ранее, отмечают, что в библиотеке им обычно удается получить нужную информацию. Поэтому логично, что на вопрос, что привлекает вас в библиотеке, самым частым стал ответ – квалифицированные и доброжелательные сотрудники. Библиотеку по-прежнему считают местом интеллектуального досуга, общения, знакомства с источниками достоверной информации. Сюда обращаются за помощью в работе, учебе, ведении хозяйства, реализации увлечения. При недостаточном комплектовании большинства библиотек изданиями на чувашском языке и произведениями чувашских писателей выход видится в использовании электронных ресурсов. Хотя большинство анкетируемых предпочитают при чтении издания, опубликованные в печатном виде, треть пользователей устраивает чтение в электронном варианте. Среди молодежи таких более половины. Однако выяснилось, что активность посещения электронных ресурсов на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики невысока у опрошенных. Самыми используемыми являются календарь знаменательных и памятных дат Чувашии, к нему обращались 13%, и портал «Культурное наследие Чувашии». К остальным обращались гораздо реже. Оказалось, что это связано с недостаточной информированностью об их существовании, составе и содержании. При этом пользователи проявляют потенциальный интерес к виртуальным выставкам на сайте нашей библиотеки,
к цифровым коллекциям книг на чувашском языке, также электронным версиям периодических изданий, порталам «Литературная карта Чувашии» и другим ресурсам. Библиотекари, обслуживающие чувашское население, заинтересованы в получении методической помощи от Национальной библиотеки Чувашской Республики в участии в семинарах, совещаниях, организуемых нашей библиотекой, в том числе в форме вебинаров. В ходе анкетирования был создан банк электронных адресов библиотек, заинтересованных в информационных рассылках, и также выявлены интересующие темы для информирования. Отмечена потребность в получении методических материалов и сценариев для проведения национальных праздников, сохранения традиций, обрядов по краеведению, этнографии чувашского народа, популяризации творчества чувашских писателей и к юбилейным литературным датам на чувашском и русском языках. Исследование подтвердило, что чувашское население, проживающее в регионах Приволжского федерального округа, сохраняет высокий интерес к чтению. Его потребность в чтении национальной литературы значительно и за последние годы возросла. Что же могут делать библиотеки, чтобы эти потребности не снижались? Развивать интерес читателей, особенно молодых, к истории и традициям Чувашии, краеведческим ресурсам, показывать преимущества их использования и ценность чувашского языка двуязычия. Стараться комплектовать фонды изданиями на чувашском языке, а также произведениями чувашских писателей на русском языке. Знакомить с коллекциями Национальной библиотеки Чувашской Республики как содержащими наиболее полные источники информации по литературе, языку и культуре народа. Шире использовать межбиблиотечный абонемент и электронную доставку документов для выполнения запросов ресурсами нашей библиотеки. И открывать в библиотеках, обслуживающих чувашское население, виртуальные читальные залы электронной библиотеки Чувашской Республики. Что же планирует наша библиотека? Продолжить создание цифровых краеведческих коллекций с учетом научной значимости и художественной ценности документов, активнее продвигать и популяризировать электронные краеведческие ресурсы библиотеки в виртуальной среде, ежегодно проводить межрегиональные семинары-совещания для библиотек, обслуживающих чувашское население в регионах России, и организовывать акции по сбору книг чувашских авторов для библиотек этих. Надеемся, что результаты исследования будут полезны в деятельности, направленной на сохранение языка, продвижение литературы и обогащение культуры чувашского народа, важной составляющей в деле укрепления многонационального российского государства.